Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Киноиндустрия России в условиях введенных антироссийских санкций переживает нелегкие времена. Кроме нехватки картин в кинотеатрах, с середины 2022 года могут возникнуть проблемы с техникой для проката фильмов. Ведь комплектующее оборудование иностранного производства. Об антисанкционных мерах нам расскажет гость студии Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хотелось бы спросить, с какими проблемами столкнулись наши кинотеатры и будет ли им оказываться помощь? Прежде всего это связано с тем, что у нас крупные поставщики кинопродукции отказались от сотрудничества с Россией, и в связи с этим у нас снизились доходы кинопрокатных организаций, поскольку в основном это частные предприятия или муниципальные. Большая часть доходов, которая шла в том числе на выплату заработной платы, она как раз-таки получалась от проката, от основной деятельности. В связи с этим снизились доходы учреждений, и возникла необходимость оказывать специальные меры поддержки. Это касается не только кинопрокатных, но также кинопроизводящих предприятий, поскольку кинопрокатное оборудование, оно, как правило, импортного производства, и кинопроизводители тоже пользуются импортным оборудованием. Это и кинокамеры, это и съемочное оборудование, и программное обеспечение. В связи с этим тоже есть необходимость по замене, скажем, средств труда. А как сильно может пострадать киноиндустрия нашего региона и как снизить эти самые возможные риски? Надо сказать, что отказались от проката своих кинокартин не все кинопроизводители зарубежные. У нас в том числе и американское производство тоже продолжает прокатывать фильмы, но тем не менее мы ощущаем, что снизился в целом поток зрителей, и здесь несколько обстоятельств, поскольку долгое время вообще у нас действовала система ограничений, не было, скажем, доступа для культурного отдыха, не было такого количества массовых мероприятий, активного отдыха, поэтому население сейчас вышло на улицу и впервые может за долгие уже, получается, 2 года сейчас активно отдыхать. В связи с этим поток зрителей в кинотеатры есть, ощущение немножко снизился. Конечно же, нам нужно увеличивать в том числе рекламную активность по пропаганде нашего якутского кино, национального кино, поскольку кинопроизводители, конечно, должны получить доход для того, чтобы развивать и начинать новые проекты. И был разработан комплекс мер. 24 марта был подписан курирующим заместителем председателя правительства Сергеем Васильевичем Местниковым комплекс мер по поддержке кинопроизводства и кинопроката. Он включает 18 мер. Мы встречались с нашими предпринимателями несколько раз и выработали совместными усилиями меры, которые в первую очередь должны предприниматься. Это, конечно, в большей степени такие маркетинговые мероприятия, которые направлены на то, чтобы популяризировать якутское кино и обеспечить рекламу и системы продажи, поскольку сейчас, вы знаете, население очень активно пользуется электронными системами продажи, и отсутствие популярной площадки продажи электронных билетов, сводной афиши тоже свою роль сыграла. Поэтому в этом отношении мы, конечно же, сейчас хотим усилить работу со средствами массовой информации. Сейчас уже разрабатывается несколько проектов по организации систем электронной продажи. И очень актуален вопрос — это использование пушкинской карты, ее популяризация. Опять же, нужно увеличивать количество пользователей пушкинской карты. И сейчас у нас с 1 января предоставляется возможность похода в кино по пушкинской карте. Конечно, нужно тоже пользоваться такой возможностью. Мы работаем сейчас со школами, с тем, чтобы в каникулярное время тоже была организована такая работа по активному привлечению школьников в кинотеатры, поскольку, опять же, во время пандемии мы в какой-то мере сдерживали посещение. А какие еще направления культуры могут испытывать на себя бремя санкций? Да, у нас, возможно, конечно, как и в целом по отрасли строительства, некоторые
осложнения, связанные со оснащением новым оборудованием вводимых объектов. Это касается, конечно же, некоторых процессов, которые связаны с переоснащением наших учреждений, в том числе модельных библиотек. У нас в этом году идет закупка по автоклубам, поэтому, конечно же, мы ищем сейчас варианты с тем, чтобы сделать максимально безболезненно, с тем, чтобы можно было бы использовать отечественное оборудование. А как будут выстраиваться культурные связи на международном уровне? На международном уровне у нас, конечно, возникли некоторые, скажем, замены участников по нашим международным мероприятиям. У нас в этом году проводится 3-й международный фестиваль «Конгресс. Музыка для всех» и 4-й фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Аланху. Здесь у нас идет замена по некоторым участникам, но надо сказать, что в большей степени мы как раз-таки работали с дружественными странами, со странами, которые раньше входили в состав Советского Союза. И вот как раз-таки небольшая замена произошла. Я думаю, что зрители особо не почувствуют, наши зрители, и все наши мероприятия международные пройдут на таком же ожидаемом высоком уровне. Какую роль будет играть культура в целом в новых условиях? Сейчас в данных условиях, конечно, происходит перераспределение рынка, перераспределение контента, и надо понимать, что есть возможности. Любая кризисная ситуация дает возможности, и наши предприниматели, в том числе, которые производят контент, они должны понимать, что сейчас поменялись площадки, где предоставляется доступ к контенту. Нужно этим пользоваться и, конечно же, расширять наш национальный контент. Сейчас как раз-таки правительством проводятся мероприятия, которые увеличили как раз-таки объема вложений в производство нашего национального контента. Это касается и языковой политики, это касается и видеоконтента, открывается детский телеканал. Конечно же, наши предприниматели, которые создают продукцию, они должны в первую очередь искать такие пути, которые смогли бы принести пользу, собственно, для всего населения, поскольку, конечно же, мы видели, что до этого, до смены этих формаций и смены тех подходов по предоставлению контента, которые были до этого, мы видим, что где-то в какой-то степени русскоязычный, сахаязычный контент, он, скажем так, испытывал давление, очень сильное давление со стороны американского контента. Это, опять же, пропаганда американских ценностей и американизация, и в целом навязывание такого американского образа жизни. Как раз-таки у нас сейчас есть возможность выйти из этого гнета и как раз-таки наш национальный контент пропагандировать и предлагать нашим пользователям, нашим зрителям. Спасибо вам большое, Владислав Валерьевич, за то, что пришли, ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. А я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.